Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Полный контейнер с биологическими отходами. Чтобы не платить, вот сюда. Это частенько тут бывает. Только не мясо, а вот мусор. Почему коровьи головы выбросили в Казанском дворе и понесет ли кто-либо за это ответственность, расскажет Иван Сарафанов. От сжиженного газа до мирного атома. Сейчас эти иностранцы технологии нам ограничили. Если у нас будут технологии свои. Какие новые технологии представили на заседании Татнефтехи Инвестхолдинга, услышал Рамиль Шайдулин. Чтобы все народы сохраняли свою культуру и самобытность. Живя 10 лет в Татарстане, продвигая свою культуру, обычаи, традиции, я также соприкоснулась со всеми народами, которые здесь проживают. Как в Татарстане дали старт году национальных культур и традиций, увидела Вероника Гайнутдинова. Настоящий скотомогильник обнаружили казанцы в своем дворе. На улице Центрально-Магистральная большой мусорный контейнер был полностью заполнен коровьими головами. По словам специалистов, по объемам останков это беспрецедентный случай в республике. Местные жители говорят, на этой площадке для ТБО постоянно сбрасывают строительный мусор, а вот биоотходы тут впервые. Россельхознадзор, ветеринарная служба и администрация авиастроительного района весь день утилизировали останки животных. Казанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с МВД проводят следственные действия. Вот у нас мусорка, вот целый контейнер головы говяжьи. Это же эпидемия. Жители этого двора такого еще не видели, поэтому и были шокированы. Их 8-кубовый бак полностью заполнен костями и головами животных. Первый раз это вижу. Всегда мусор только был здесь. Это даже не наш, у нас тут фермы нет же. То есть не местные? Да нет, откуда здесь местные? Тут столько скотин никто не держит. Чтобы не платить, вот сюда. Это частенько тут бывает. Только не мясо, а вот мусор. Вечерами всегда вот кто-нибудь да большую машину выкинет сюда. Такая свалка не только незаконна, но и чрезвычайно опасна, говорят специалисты. Если скот до забоя был болен, инфекция легко может передаться и распространиться среди грызунов или собак. Но гораздо страшнее вирусы, которые передаются человеку. Допустим, бруцеллез очень опасен для человека вплоть до смертельного исхода. Может быть возникновение случаев ящер, контагиозной плевропневмонии, хотя они в нашем регионе не встречаются, но непонятно происхождение данных голов. Каждый год так и по мелочам случается. Пару голов там находят где-то в кустах. Но такой, как в этом случае, как в прошлом, как вчера, это единственный случай. Это очень большой масштаб, удивительно даже. Администрация авиастроительного района совместно с Россельхознадзором и ветеринарной службой освободила контейнеры от говяжьих голов для утилизации на скотомогильнике и полностью обработала площадку дезинфицирующими средствами. Место находится в отдалении от загруженных трасс. Идеально для нарушителей, которые не хотят платить за утилизацию строительного мусора. На этот раз привлекло недобросовестных забойщиков крупнорогатого скота. Рядом с этим местом имеется несколько камер, и как раз они должны нам помочь в поимке этих людей. Их уже осматривали? Их передали в правоохранительные органы, этим занимается отдел авиастроительный совместно с прокуратурой. За несанкционированное складирование биологических отходов злоумышленников ждет штраф в размере 700 тысяч рублей. Сейчас идут поиски нарушителя. Мы следим за развитием темы. Иван Сарафанов, Владимир Гурьянов, Игорь Романов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Конец января бьет температурный рекорд. Сегодня по Татарстану воздух прогрелся до +1 градуса. Как говорят синоптики, это на 9 градусов выше климатической нормы. Как правило, в это время в регионе стоял трескучий мороз. Сегодня оттепели, слякоть под ногами. Мы спросили у метеорологов, с чем это связано. Как оказалось, в Татарстан пришел теплый североатлантический циклон. Он принес не только плюсовую температуру, но и мокрый снег. Однако это ненадолго. С ростом атмосферного давления осадки уже завтра практически прекратятся. Ночью похолодает до -12. Затем республика окажется во власти антициклона, и температура продолжит снижаться. В Казани сегодня дали старт году национальных культур и традиций в Татарстане. Торжество прошло в Казань-Экспо с участием Рустама Минниханова в рамках коллегии Министерства культуры. Этот год должен стать импульсом для популяризации уникальности национального колорита. Все народы должны сохранять свою культуру и самобытность, подчеркнул Рустам Минниханов. Обсудили и проблемы культурной сферы. Сельские ДК строятся с завышенной мощностью и в итоге пустуют. Не хватает кадров и как увлечь людей искусством. Вероника Гайнутдинова о главном.
многообразие национальностей, проживающих в Татарстане, их культурное наследие и то, как они сохраняют свои ценности, можно увидеть на этой площадке. Это своеобразная миниатюрная модель республики. Именно здесь сегодня дали старт Году национальных культур и традиций. На каждом уголке выставки о дружбе народов. Здесь люди разных национальностей находят общий язык через язык культур и традиций. Каждый говорит о том, как сохраняет их вдали от родины здесь, в Татарстане. На сегодняшний день у нас есть и молодежное крыло, есть вот отделение бурятского языка. И поэтому, соответственно, мы продвигаем свою культуру, изучаем свой родной язык, не забываем. И особенно бывает приятно услышать выходцев-земляков, когда приезжают и говорят, что здесь мы гораздо порой узнаем больше, чем мы знали у себя на родине. В этом году многонациональная воскресная школа при Доме дружбы народов набрала более 500 новых учеников, будет изучаться 24 языка. Вот это растет с каждым годом. Это никто никого не заставляет. Люди идут, учат свои языки, набирают класс. Торжество в честь Года национальных культур и традиций продолжилось уже на коллегии. На большой сцене большой сабантуй. Праздник плуга давно отмечают уже все народы Татарстана. 23-й год в республике объявлен Годом национальных культур и традиций, который должен стать импульсом для популяризации уникальности национального колорита. Все национальности, они должны сохранить свою культуру, свою самобытность. Это очень важно. На развитие культурной инфраструктуры в Татарстане в прошлом году направили 2,5 миллиарда рублей. На ремонт и реставрацию 4 миллиарда. За 10 лет построили 343 объекта, отремонтировано 289 сельских ДК. Как отметила Ирада Аюпова, по их состоянию к некоторым районам есть вопросы. Если в 2012 году в Азнакаевском районе в неудовлетворительном состоянии было 3 ДК, то сейчас их 8, хотя построено и отремонтировано 14 клубов. Такая же ситуация в Верхнеуслонском, Заинском районах. Это вопрос содержания и эксплуатации на местах, говорит министр. Есть и вопросы к посещаемости культурных объектов. Фактически сегодня Нижнекамский драматический театр, при том, что он обслуживает один из крупнейших городов нашей республики, зарабатывает практически меньше, чем Буинский театр. Нижнекамский драматический театр после масштабного ремонта и оснащения не показывает нужной динамики роста. Руководителю нужно найти интересные зрителю формы, отмечает Ирада Аюпова. Посещаемость после ремонта и строительства новых ДК упала и в селах. Это клубы в Уразла, Зеленодольском и в Званке, Пестричинском районах. Зачастую проблема в том, что, как я уже говорила, это планирование объектов. Объект строится с завышенной мощностью. При заявках на строительство объектов культуры нужно детально анализировать необходимую мощность с учетом перспектив развития населенного пункта, наличия необходимых кадров и максимального охвата жителей. Мы все можем купить, все построить, но должен быть результат, прокомментировал Рустам Миниханов. Президент подчеркнул, все требования по эксплуатации должны выполняться. Безусловно, ремонт и красивые стены не главное. Важно, чтобы все объекты не пустовали, не простаивали, были наполнены содержанием и работали для культурного и духовного развития людей. Очень правильно надо расписывать технические задания, чтобы... И самое главное, очень важно, чтобы были там профессиональные специалисты. В сельских объектах культуры не хватает и молодых кадров. Для их привлечения предусмотрены единовременные выплаты. В 2022-м такой мерой поддержки воспользовались всего 5 человек. Минкульт рассматривает возможность целевой подготовки. Есть мысли воспользоваться примером, когда после окончания учебы работник культуры или работник образования, как это было раньше, обязательно отрабатывал в сельской местности. Думаем, это один из способов возвращения людей на село. Рустам Миниханов сегодня вручил и награды. Звания народных артистов получили популярный татарский певец Филюс Кагиров и артистка академической сцены Алина Шарибжанова. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В нашей республике может появиться атомная энерготехнологическая станция для производства водорода. Сегодня на заседании Совета Татнефтехиминвестхолдинга стало известно, что в Росатоме разрабатывают такой проект. Площадка для размещения нового производства еще не определена, но авторов проекта заинтересовал Татарстан. И сейчас они приглашают к взаимодействию наши предприятия. Каковы перспективы и какие еще проекты сегодня презентовали президенту, расскажет Рамиль Шайдуллин. Вопрос требует в ближайшее время такого и осмысления, и взаимодействия
в том числе с предприятиями Татарии, для чего, собственно говоря, мы и приехали. Ученые из Нижнего Новгорода планируют создать производство топлива будущего в промышленных масштабах. Спроектированная ими установка способна производить до 400 тысяч тонн водорода в год. Была ориентация на экспорт этого водорода на Запад. А сейчас мы пересматриваем концепцию. Очень интересен потребитель для выработки или производства продукта не чистого водорода, а аммиака, метанола. Лабораторная установка уже создана в Подмосковье. Теперь ученые изучают возможность строительства промышленной установки в одном из регионов страны. Авторов проекта интересует Татарстан. Нас очень интересует территория, имеется в виду республики Татарстан. На соответствие мы анализировали, насколько она подходит к ключевым критериям выбора площадки. У нас же Камско-Полянская атомная станция была, мы даже решение принимали, что продолжить эту работу. Мы тоже пригласили Рустам Нургалевич, они тоже заинтересованы. Они же все равно планируют расширение, а мы не здесь, да? Да, Рустам Нургалевич, мы с удовольствием изучим этот вопрос. Коллег хотим к себе пригласить, если у вас есть возможность, мы готовы послушать. У нас же большие планы, там все равно нам надо сейчас ориентироваться на это. По какой технологии, тем более сейчас эти иностранцы технологии нам ограничили, если у нас будут технологии свои. Да, мы очень мы поддерживаем ваши предложения. Президент дал поручение вначале отправить делегацию из республики для изучения предложения. Водород – это будущее, но вот то, что они предлагают, это действительно абсолютно новая вещь. Посмотрим, как это будет работать. Также сегодня стало известно, что собственными силами мы можем заместить еще и электронику. Пока не микро и не в промышленных масштабах, но есть действительно уникальные предложения, способные перевернуть рынок. Вот, например, блок регистратор дуговой защиты. Компания из Новосибирска разработала целый спектр устройств так называемого интернета вещей. Датчики тепла, света, вибрации и влажности подключаются к единой базе, и оператор может следить за состоянием предприятия. Производство новых систем планирует начать в Иннополисе. Говорят, с комплектующими проблем не будет. Нашли устойчивых партнеров, так скажем, такой дружественный Китай, так сейчас уже, наверное, модно называется, вот, и который нам где-то что-то даже заменил, где там, если вдруг попало под санкции. Давайте отработайте, Коробченко тоже подключитесь. Но основная часть это, конечно, сетевое хозяйство, но и в наших крупных предприятиях тоже, наверное, это будет интересно. Также сегодня Рустаму Минниханову представили проект очистки выбросов предприятий от углекислого газа, а также уникальную систему сжижения природного газа. Вместо дорогостоящих механических морозильных систем ученые из Москвы предлагают метод термоакустики. Он в 10 раз дешевле обычного и в несколько раз надежнее. Президент республики поручил изучить все озвученные предложения. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах сегодня открыли мемориальную доску Сергею Корсакову. Он погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Доску установили в цехе завода запасных частей и компонентов КАМАЗа. На церемонию пришли родственники Сергея, руководители предприятий и ветераны боевых действий. Слова поддержки и благодарности адресовали родителям, воспитавшим Сергея Корсакова мужественным и стойким человеком. Он посмертно награжден орденом мужества. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев намерен лично контролировать состояние военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Они сейчас проходят лечение и реабилитацию в клиниках и медцентрах. Мэр попросил организовать особый уход за военными, окружить их заботой и вниманием. Если возникает необходимость в каких-либо препаратах или принятии решений, Наиль Магдеев поручил руководителям управлений оперативно подключаться. Каждый воин, который пришел на определенное время, на время лечения, реабилитации, а часть из них возвращается в свои батальоны, в свои войсковые части через определенное время, должны быть окружены заботой, вниманием и, безусловно, оказанием высококвалифицированной помощи и поддержки.
В Казанском историческом парке «Россия. Моя история» продолжает работу мультимедийная выставка «Украина на переломах эпох». Это большое путешествие сквозь века от основания древнерусского государства до наших дней. Вход свободный, проходят экскурсии для школьников, студентов и всех желающих. Сегодня экспозицию осмотрело руководство нашей телерадиокомпании. Крещение Руси, вхождение Малороссии в русское царство, создание Новороссии при Екатерине II, Великая Отечественная война, распад СССР, трагедия Донбасса, возвращение Крыма и юго-восточных регионов России. И другие знаковые исторические вехи представлены в документах, хрониках, фото и видеоматериалах. Цель проекта – объяснить истоки современных событий, которые уходят корнями в глубину веков. Первыми выставку увидели москвичи. В Казани она пробудет до 24 февраля. Выставка вызывает невероятные эмоции, потому что вот эти все глубинные исторические процессы, самые яркие, самые знаковые процессы, они здесь раскрыты в полной мере. В каждом зале возникают такие очень тяжелые эмоции от того, что это трагедия. Это ведь вековая трагедия, это мина замедленного действия, которая вот рванула в наше с вами время. Количество разрешений на работу иностранцам рухнуло втрое. При этом в ПФО приток рабочей силы из-за рубежа вырос. С чем это грозит рынку труда, читайте в интернет-газете «Реальное время». Татарстан намерен расширить сотрудничество с Абхазией. Для этого есть все возможности. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на встрече с вице-премьером, министром экономики республики Кристиной Азган. В минувшем году в Татарстан приезжал президент Абхазии Аслан Бжани. После этого решили направить в Казань делегацию для изучения опыта Татарстана. Как поделилась гостья, она под большим впечатлением. Рустам Минниханов рассказал, сейчас товарооборот между Татарстаном и Абхазией небольшой, но есть хорошая динамика. Татарстан готов поставлять туда грузовики КАМАЗ, шины, машиностроительную продукцию, еще ряд товаров, а также делиться опытом в области экономики и привлечения инвестиций. Также точками роста являются сфера туризма и санаторно-курортное лечение. Такая представительная делегация посещает нашу республику, и это некий шанс усилить наши контакты в рамках наших отношений России и Абхазии. Здесь важная составная часть регионального сотрудничества Республики Татарстан, один из таких ведущих субъектов. Сегодня мы уже были в агентстве инвестиционного развития, где тоже была очень серьезная нам презентация подготовлена. Мы были очень удивлены увиденным. Конечно, большие впечатления на нас произвели люди, которые занимаются этими направлениями. Конечно, для нас это очень большой опыт. Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианной Слащевой, а также директором Роскультцентра и форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой. Встреча прошла в Казани-Экспо в рамках итоговой коллегии Минкульта Татарстана. Обсудили дальнейшее развитие мультимедийного центра «Союзмультпарк» в Казани. Он открылся в 2021. В прошлом году его посетили почти 57 тысяч гостей. С Мариной Абрамовой Рустам Минниханов обсудил проведение региональной креативной недели в Татарстане в этом году. Она должна помочь местному бизнесу осознать новые ниши и сделать свой интеллектуальный продукт конкурентным, а также масштабировать существующие проекты. Опыт Татарстана по реабилитации детей с ограниченными возможностями хотят применить по всей стране. Об этом сегодня заявила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она посетила Казанский центр «Апрель». Здесь уже 22 года особенных детей готовят к детскому саду и школе, где они смогут учиться по обычной программе. Центр принимает более чем по 600 детей ежегодно, и с каждым занимаются профессиональные специалисты. Подробнее в репортаже. Давай, Булат, С лица трехлетнего сына Гульгины Курамшиной не сходит улыбка. Недавно здесь, в реабилитационном центре «Апрель», малыш произнес свои первые слова. С первым ребенком ходили в прошлом году. Очень понравилось, поэтому решили и со вторым ребенком обязательно прийти. Центру 22 года. Все это время опытные логопеды, физиотерапевты, дефектологи, психологи и другие врачи учат детей правильно произносить звуки. Сегодня с деятельностью центра ознакомилась детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она приехала в Казань для изучения опыта Татарстана в работе с детьми-инвалидами. Вот так топаем ногами. Топ. Она осмотрела кабинеты, где детей учат грамотно выражать свои мысли. В особых случаях это здесь делают с помощью специальных игр и оборудования. Еще учат мелкой моторике. А теперь ушки покажем зайчику.
Ну-ка, давай покажи вот такие зайчики-ушки. Будучи мамой 9 детей и 13 особенных, Мария Львова-Белова особо обратила внимание на работу дневного стационара. Такую практику нужно вводить во всех регионах страны, отметила она. Потребность в центре дневного пребывания, она очень высокая, потому что мамочки, потому что нагрузка большая. И у нас же как, если ребенка оставил, значит, какие-то там дела, работа, еще что-то. А они говорят, у нас нет вообще возможности даже подышать. Подышать, да, это приводит к распаду семей, это приводит к усталости мам, докторской. Поэтому Мария Алексеевна, наша главная задача, чтобы они продолжали жить, как они живут. А мы им только помогаем, сопровождая, помогать вписываться в общество. И ни в коем случае из него не выпадать. Омбудсмен осмотрела, как особенным детям оказывают раннюю помощь. Их готовят к садику и школе. Так что дети учатся по обычной программе. Психологи центра отдельно работают и с родителями. Процесс реабилитации не прерывается даже после окончания лечебного курса. Нам это очень интересно, и я думаю, сегодня с Рустамом Нургалиевичем мы обсудим, насколько опыт Татарстана в ряде таких реабилитационных интересных проектов мы могли бы тиражировать, могли бы привозить сюда делегации из других регионов, особенно с новых территорий, потому что это особая потребность. По словам Марии Львовой-Беловой, такая же бесшовная система помощи сейчас выстраивается во всей стране. Опыт Татарстана будет внедряться одним из первых. Лена Зинатульна, Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. И сегодня же Мария Львова-Белова встретилась с семьями участников специальной военной операции. Это первая такая встреча детского омбудсмена с женами военнослужащих. Цель узнать, какая им нужна помощь и с какими трудностями сталкиваются. Так супруги военнослужащих отметили. Оценили предоставленные льготы, кредитные каникулы и освобождение от платежей ЖКХ, но беспокоятся за психологическое состояние детей. Мама просит повышения статуса семей военнослужащих участников СВО. Мария Львова-Белова заверила, с таким предложением она обратится к президенту страны. Дети тяжело переживают эти травмы. Я по своей дочери знаю, у меня подросток 14 лет. Чтобы действительно статус семей военнослужащих, уровень, чтобы как-то был повыше. Вы понимаете, что вы семья защитников Отечества, вы семья фронтовиков, людей, которые там. Куча мужиков, которые сидят дома, а ваши там. И очень хочется, у меня в ближайшее время будет встреча с президентом, именно поднять уровень и статус семей, потому что вы действительно те, кто отдали стране самое дорогое, что у них есть. Сегодня же Мария Львова-Белова встретилась с президентом Татарстана. Обсудили вопросы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, республиканские проекты по реабилитации детей с инвалидностью и другие темы. Также принято решение: в апреле в Татарстане пройдет всероссийское мероприятие с участием детских омбудсменов по теме здравоохранения. Приедут уполномоченные всех 89 субъектов России. Второй раз в Татарстане, и всегда это особое удовольствие. Здесь же было принято решение о запуске в Татарстане двух важных проектов. Первый – протокол информирования родителей детей-инвалидов о государственных мерах поддержки. Республика станет пилотным регионом. В будущем его распространят и в других регионах страны. И второй – проект по созданию уличной социальной службы для подростков. Ребят, оказавшихся в сложных ситуациях, будут привлекать в многочисленные спортивные и молодежные клубы Татарстана. Для того, чтобы нам выявить этих подростков, как раз и нужна уличная социальная служба, когда команда специалистов выходит в те места, где скапливаются подростки, там торговые центры, какие-то там уличные площадки, и рассказывает, собственно, вступая с ними в контакт, дает им алгоритм их дальнейшей жизни, дальнейшей занятости, используя весь тот ресурс, который есть в регионе у вас. В эту субботу в Казани стартует фестиваль «Ангелы в белых халатах». В нем будут принимать участие школьники и абитуриенты, которые в будущем хотят работать в сфере здравоохранения. Главная идея фестиваля – знакомство с медицинскими специальностями в клиниках. Участники отправятся на экскурсии в медучреждения. 4 февраля во всех ЦРБ Республики и поликлиниках Казани пройдут дни открытых дверей. В воскресенье ребята отправятся в медуниверситет и пообщаются с ректором. «Ангелы в белых халатах» – это масштабное профориентационное мероприятие. В этом году оно проходит уже в 11-й раз. Мы показываем не университет, мы показываем отрасль. И в этот день, в эту неделю открываются прежде всего больницы, поликлиники, в том числе и центральные районные, чтобы школьник у себя по месту увидел
У нас сейчас в хорошем состоянии все поликлиники. И нам сейчас не стыдно привести школьника и сказать: ребята, учитесь, вы здесь будете работать. Какое оборудование, какие возможности, какая заработная плата. Благодаря организованной системной работе мы отмечаем рост обеспеченности населения врачебными кадрами. По учреждениям, которые реализуют программу госгарантии, по итогам прошлого года этот показатель составил 35,9 на 10 тысяч населения. То есть мы отмечаем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, конечно, это все благодаря тем мерам поддержки, которые существуют и реализуются в республике. Это были все новости к этому часу. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Купил – кэшбэк. Купил – кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. В магазине «Улыбка радуги» только 3 февраля скидка 40% на зубные пасты по карте покупателя. Твои покупки выгоднее с картой «Улыбка радуги». Здравствуйте! В погоде вновь намечаются изменения. С ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, а температура повысится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается облачная погода. Ночью с 10-градусным морозом, днем солнечно и 8 градусов со знаком минус. Без существенных осадков и облачно в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью и днем около 5 градусов ниже 0. Облачно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью и днем температура стабильна, около 5 градусов со знаком минус. В Арске, Кукмаре, Балтаси утром небольшой снег. Ночью и днем значения на термометрах будут около 3 градусов со знаком минус. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске пасмурно и снежно. Ночью около 3 градусов мороза. Днем температура понизится до минус 5. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно. Ночью небольшой снег и до 8 градусов мороза. Днем 6 градусов со знаком минус. В четверг температура продолжит понижаться. Местами не исключены небольшие осадки. В Казани пасмурная погода. Днем нас порадует сказочный снег и около 3 градусов мороза. Ночью около 2 градусов со знаком минус. Ветер северо-западного направления. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. Будьте осторожны, на дорогах гололедица. Берегите свои миры, чаще обнимайте близких, помогайте тем, кто нуждается в помощи, и больше путешествуйте. Счастье – это благодарность и движение. Эльчин Сафарли. В студии была Диана Асгар. Будьте счастливы!